По словам представителей компании, проигнорировать беду верхоянцев они не могли. Верхоянский район всегда поставлял для производства пушнину. Там у Сахабулта расположены угодья, работают охотники. Скоро зима, и мы жертвуем теплые одежды, как обувь, спилкобувь и там часть шапок и изделий из меха. Кроме того, компания входит в состав общественной организации «Якутская Арктика». Ее председатель, депутат Госсобрания Илтумен Елена Голомарева, надеется, что действия Сахабулта послужат примером для всех, кто может оказать помощь пострадавшему району. Мы, некоторые части граждан хотят делать это адресную помощь, поэтому попросили и у председателя Улусного собрания Екатерины Наговицыной список многодетных, у кого за 5 детей, список, и постараемся адресную помощь организовать. В свою очередь, некоторые организации благотворительностью занимаются регулярно. К примеру, в прошлом году компания «Водоканал» принимала участие в тушении лесных пожаров и также собрала гуманитарную помощь. Не осталось в стороне организации и в этот раз. В штаб гуманитарной помощи «Водоканал» отправил постельные принадлежности, бытовую химию и товары первой необходимости. И на этом не все. Значит, конечно же, та помощь, которая идет от сердца, она более такое существеннее, и поэтому водоканальцы сами мы уже собираем собственные средства через заработную плату, и будем предоставлять уже в следующую неделю. Сам штаб гуманитарной помощи работает с 11 июля. При этом желающих помочь много не только среди предпринимателей и организаций. Первая партия весом в 2,5 тонны уже была отправлена в Верхоянск. Это теплая одежда, продукты питания, средства гигиены, обувь и лекарства. Сейчас у нас концепция чуть-чуть изменилась, и так как вода уже пошла на убыль, проходят очень большие обширные масштабные работы на местах по устранению стихийного бедствия. И поэтому для нас сейчас в перспективе необходимо собирать дополнительные какие-то предметы обихода, которые помогут именно людям на территориальных работах. Имеются в виду спецовки, резиновые сапоги, перчатки, средства от комаров и многое другое. Сбор будет продолжаться до тех пор, пока это будет необходимо. Между тем, со слов земляков, сами верхоянцы чувствуют поддержку якутян и стараются не унывать, держаться бодро и не сдаваться перед силой природы. Саргалана Неустроева, Владимир Павлов, Георгий Григорьев, Якутск.